Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 12 марта 2020 года. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Итак, основная карта дня – семерка трефовая. Отношения, дополнительная карта, работа и финансы. Карта говорит о том, что будет много, скорее всего, суеты, будет много каких-то мелочей, которые будут, во-первых, раздражать, во-вторых, может быть, будут вызывать какие-то потери. Это потери мелкие, это потери, которые не отразятся как-то на нашем кошельке или, может быть, на наших отношениях, да, это просто то, что раздражает. Эта карта также говорит о том, что может быть какое-то неприятное событие, связанное с окружением, да, то есть кто-то за спиной, может быть, что-то говорит не очень приятное, сплетничает. Может быть, кстати, мелкое какое-то воровство, не только материальных каких-то вещей, но и идей. Вообще карта говорит о том, что что-то ненужное есть в нашей жизни. И вот как раз вот то ненужное, оно будет себя проявлять, оно будет как бы напоминать о себе и говорить, что вот это не то, что тебе нужно убрать из жизни. То есть то, что раздражает, это как раз и есть тот фактор, который вам мешает жить, от которого нужно избавиться. Если вы, допустим, просто суетитесь целый день и ничего не успеваете толком сделать и не чувствуете никакого удовлетворения, значит, как раз вот эта карта говорит о том, что от суеты нужно избавиться. Нужен план, нужны четкие действия только по важным каким-то делам, а мелочи все нужно убирать. Либо нужно делиться своей ответственностью с другими людьми, либо, может быть, это совершенно ненужные дела, которые отнимают ваше время, вашу жизнь. То есть то, что будет сегодня раздражать, то, что будет сегодня мешать, это как раз то, что нужно сознательно убрать из своей жизни. Кроме того, может быть сигнал еще о том, что вы недостаточно обезопасили как-то себя, свою жизнь, свои деньги, свою пару. Если у вас есть партнер, если есть семья, да, может быть, у детей могут быть какие-то сложности, связанные с безопасностью, да, то есть вот на этому вопросу тоже нужно уделить внимание. Для отношений дополнительная карта выпадает туз трефовый. Карта говорит о том, что вот в отношениях, скорее всего, нужно будет принимать какие-то важные решения. И они, скорее всего, не так легко дадутся, да, скорее всего, вам будет хотеться как-то уйти от ответственности, вам будет хотеться как-то просто какой-то важный вопрос замять и не возвращаться к нему, да. Но вот карта говорит о том, что если вы все-таки возьмете на себя какую-то ответственность в этот день, то будет удача на вашей стороне, то есть у вас обязательно в отношениях что-то хорошее произойдет. Также карта говорит о том, что нужно быть благодарными, нужно делать какие-то маленькие хотя бы подарки, сюрпризы. Кроме того, это карта начала какого-то нового цикла. Может быть, для кого-то это брак, может быть, для кого-то рождение ребенка, может быть, для кого-то предложение руки и сердца. В общем, абсолютно любая перемена, которая осуществляется на длительный срок, это как раз происходит по вот этой карте. И карта дня говорит о том, что вы как-то не будете этого хотеть, вы будете все время стараться избавиться от какой-то ответственности, от того, чтобы брать на себя обязанности какие-то, да. Ну вот карта говорит о том, что это не нужно делать, то есть эта ответственность, она как раз сделает вас счастливей. Поэтому не позволяйте каким-то там мыслям, каким-то мелким неприятностям, страхам и так далее вот мешать вам строить свою жизнь в отношениях. Для работы выпадает король бубновый, и здесь может быть очень хорошая удача в коммерции, может быть прибыль хорошая, могут быть поездки по другим городам, возможно, даже, да, может быть, в другую страну, может быть, это будет просто заработок, который приходит с других территорий совершенно, да, может быть, через интернет тоже заработок. В общем, удача в коммерческих сделках, удача в финансах и в заключении любых договоров. Но здесь, смотрите, вот карта предупреждает, что все-таки нужно защищать
свои финансы. И если говорить о коммерческих каких-то сделках, нужно избегать каких-то лишних сделок. То есть нужно выбирать удобные вам, крупные, которые действительно вам нравятся, да, и которым нравится заниматься. Если, допустим, есть какие-то люди, которые вас раздражают, то лучше отказаться от сделок, от партнерства и так далее. То есть, то есть у вас есть возможность зарабатывать по-крупному. Поэтому не нужно мелочиться, да, потому что вот эти мелочи, они будут забирать ваше время и будут лишать вас более таких важных возможностей. Для финансов выпадает карта Валет Червовый. Карта говорит о том, что о деньгах нужно заботиться. То есть как бы несколько раз здесь повторяется тема безопасности, да, то есть нужно действительно вкладывать их правильно, нужно, чтобы все время были деньги на какое-то развитие, на поездки, на отдых, может быть, семейный отдых, да, чтобы были все время отложенные деньги. Также карта говорит о том, что сегодня как раз есть возможность потратить на семью, на близких людей, потратить на детей, в общем, на какую-то заботу о близких, да, то есть вы заработаете и в то же время можно потратить. Также карта говорит о том, что деньги будут приходить тогда, когда мы их не только для себя зарабатываем, когда у нас есть близкие, которых мы учитываем в своих планах, да, и тогда вот деньги будут к нам просто липнуть. Посмотрим совет от Маг карт. В чем будет удача дня? Удача дня как раз будет в том, чтобы отказаться от старого. Мы очень сильно привязаны к чему-то такому привычному, оно уже давно отслужило, оно уже давно не играет своей роли. И вот если мы сможем все-таки отказаться от старого, к нам придет новое. То есть понятно, что старое это всегда удобно, привычно и не вызывает там каких-то страхов, да, то есть это комфортное состояние, но мы таким образом не продвигаемся вперед, не осуществляем своих каких-то целей, планов и так далее. То есть это может быть карта либо о том, что нужно знакомиться с новыми людьми, заводить какие-то отношения, либо, может быть, нужно менять работу, либо учиться чему-то новому. Но в любом случае здесь обновление просто необходимо, и в этом удача дня. Для проблемы, да, то есть какие проблемы дня будут? Здесь у нас бабочка, которая на льду, да, то есть бабочка это лето, а здесь лед зима, то есть получается такое несоответствие. То есть проблема в чем? Во-первых, в том, что мы не всегда как-то трезво видим реальность, не всегда понимаем, когда нам действовать, когда нам отдыхать, да, когда не предпринимать никаких действий, когда подумать, когда запланировать. То есть если мы правильно воспринимаем реальность, то есть трезво видим то, что происходит в нашей жизни, и ни в чем себя не обманываем, то тогда у нас не будет проблем. Но если у нас одни убеждения, одни правила, а на самом деле они ложными оказываются, да, то есть мы как-то себя обманываем, то тогда может быть проблема, самая настоящая в этом. То есть бабочке зимой делать нечего, да, смысла нет, то есть нет удачи в этом. Для того, чтобы решить проблему, карта. Вот, смотрите, опять же, вот эта карта, которая верхняя с суетой, да, она подтверждается у нас и маг картой. Здесь мы слишком много берем на себя, слишком много того, что можно даже поделить с другими людьми, да, то есть мы какими-то мелочами занимаем себя, и поэтому у нас не хватает времени на главное, не хватает на то, чтобы выйти к новым горизонтам, научиться чему-то новому. И тем более из-за того, что мы постоянно заняты, у нас нет времени сесть и подумать, где мы находимся, да, какая жизнь вокруг нас. То есть мы даже не видим трезво, что нас окружает. То есть не можем это оценить просто из-за постоянной занятости, загруженности. То есть карта говорит о том, что нужно себя разгрузить раз, какие-то бесполезные дела убрать, либо поделиться своими обязанностями. И, во-вторых, нужно обязательно давать себе время просто свободное, когда можно ничего не делать, а просто думать о том, как нам дальше быть, как нам дальше жить, чему научиться, куда пойти в будущем, куда поехать и так далее. Совет дня. Но здесь у нас карта говорит о том, что
Пора прекращать одевать маски различные, да, к разным людям мы подходим каждый раз с новой маской, либо к разным ситуациям. И карта говорит о том, что успех ждет только тогда, когда мы являемся собой. Даже если кому-то это не нравится, даже если мы с кем-то тогда не сочетаемся и не соответствуем каким-то обстоятельствам, это все равно лучше. Мы, во-первых, чувствуем себя счастливее, мы точно знаем, чего мы хотим, и получаем удовлетворение от того, что делаем. Но если же мы стараемся кому-то угодить, если мы стараемся соответствовать каким-то правилам, обстоятельствам, то мы, конечно же, угождаем всем вокруг, кроме себя. То есть себя мы тогда обижаем, и себя мы задвигаем на второй план. Карта говорит о том, что замечательный день для того, чтобы снять маски. И пусть даже лишнее уйдет, пусть даже лишние люди как-то отсеются, да, но, по крайней мере, вы начнете трезво видеть жизнь и четко понимать, что в ней нужно изменить для того, чтобы уже к лучшему все повернулось, да, к счастью. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.